вакцинации и вопросов обращения с животными без возраста. Вообще-то регулирование численности безработных животных республика занимается с 2014 года. До этого имел силу региональный республиканский закон о населении в самоуправлении, отдельными полномочиями государственными по регулированию численности безработных животных. Также работал свой порядок республиканский о организации мероприятий по регулированию численности безработных животных.
удалось нам достичь высоты? Как тебе представляется глава? Ну, на 2020 год у нас есть расчеты общего объема субъектов, которые будут предоставлены органам местного контроля самоуправления. Она составит более 27 миллионов рублей, в том числе по такому образу, что предварительным расчетом это будет предоставлено объем субъектов в размере 32-34 миллионов рублей. Это на содержание? На организацию, на объявление государственного ВВП, это оплот, содержание, реализация, вакцинация и выпуск прежнего сельского питания. Вот мы видим мероприятие. Почему это не было сделано до начала вступления в закон силы? В этом плане очень необходимыми были органы государственной власти, федерального государства. В начале года был утвержден план график разработки нормативно-правовых актов для реализации федерального закона правительства Российской Федерации, в котором в течение первого квартала некоторых нормативно-правовых актов, некоторых в течение первого полугодия 2019 года должны были выйти все нормативно-правовые акты, по которым все регионы должны были установить у себя порядки, также разрабатывать законы. Но, к сожалению, вот эти методические указания нормативно-правовые акты Российской Федерации были выпущены в конце 2019 года, поэтому мы как-то в этом плане опоздали. Еще вопрос, пожалуйста. Ну, тогда вопрос по комиссии. А какое количество сегодня собак, например, на территории Ростовщины? У меня небольшой вопрос. По вашим оценкам, те суммы, которые вы сейчас озвучили, достаточно на календарный год? Ну, эти средства должно быть достаточно, потому что по старым нормативам, например, на одну голову было предусматривалось 2,5 тысячи рублей. А сейчас по новым расчетам, например, на одну голову будет предусмотрено 10 900 рублей. Это наше содержание, но все эти мероприятия в течение 10 рублей. Достаточно нормальная сумма для... На какое количество расчетов ждут на собрании? По республике мы считали... Ну, по городу и по городу. Ну, по городу мы считали на 3,5 тысячи. Но у нас ежегодно фиксируется, в том числе департамент территориальной от 4,5 до 5 тысяч. Ну, да, мы это знаем, но вот эти ежегодные 4 тысячи, 4,5, 5 тысяч, иногда не проходило, да, на территории городского округа. Но мы считаем, что это количество животных было вложено при безвозвратном действии регулированным системой. Это было смотрит в более упрощенном мероприятиях. То есть было оплот, содержание и утилизация. Вот на эти мероприятия были откладывались вот это количество 5 тысяч животных. Сейчас более усложняется, поэтому мы немножко этот план изменили. Хорошо, тогда вопрос у меня следующий. Если вдруг скажем, может, хозяйство у нас в средней статистике 5-5,5 тысяч здоровых непосредственно, будет ли рассматриваться вопросы по предусмотрению дополнительных средств? Ну, вот эти 87 миллионов, пока мы еще не имеем с них, как сказать, фактически мы должны эти средства держать по мере уточнения бюджета республики 2020 года. Первые уточнения будет в апреле этого года. Поэтому Если вы сейчас привели, это только содержание, ну, не пункт, который вы привели, одно содержание, реализация и так далее и тому подобное. Эти два каким-то образом изыскивают заработок и финансируются на строительство приема. план, да, план мы отдельно тоже будем поднимем вопрос и будем, допустим, проект для изыскания средств для расширения различного пункта
внимание, видите собак, которых держат на даче, чипирование этих собак. Потому что люди, заканчивается сезон, и эти собаки оказываются на улице, чтобы повысить ответственность людей за собак. А не активные. Это каждый хозяин обязан сделать. Если вы последнее постановление А не принудительное чипирование. что значит принудительно? Вы зачипировали его. Переписали собак, они же на улице оказываются. Что потом? Вы не устроили своих чипировать? Базу данных ввести и Давайте определять. не будем переводить этот базар. На самом деле это ответственность уже каждого хозяина о чипировании и вакцинации своих животных. Достаточно на учет, кстати. Да. Создание Переходим ко второму. чипа, Третьему вопросу. Давайте еще раз говорю. Это ответственность каждого хозяина о содержании собственных животных. Расширенное заседание общественной палаты, Мы проводим заседание общественной палаты, а не общественное слушание. все смогут задать после... Можно один вопрос задать, да? Соответственно, служба подчеркнула, что вышли методические указания в конце 2019 года о региональном законе, да? Вот хотелось бы узнать, в какой части будут внесены изменения в этом? Я так понимаю, это вот федеральным уровнем будет закон, да, и на региональном уровне там будет это законно или какие-то изменения. Вот в какой части они будут приняты? И что готовится для этого? Вы имеете в виду указания федеральных органов? Да, ну, вообще по закону, федеральному закону о общественном обращении с животными, полномочиями по нормативно-правовому регулированию вопросов обращения с животными обладает только Российская Федерация и органы исполнительной власти Российской Федерации. Поэтому мы в 2019 году никак не могли до принятия этих нормативно-правовых актов Российской Федерации разрабатывать свои знания. Поэтому мы ждали эти методические указания, они, например, методические указания по созданию приютов для животных, они появились в ноябре 27 октября 2019 года, ну, почти в конце года.